Сәлем Саздар, Кинелькилерн Халай. С вами Юлия from Казахстан, и мы продолжаем учиться читать по-казахски. Ну и сегодня мы с вами учимся читать букву Г. Г. Да, она пишется точно так же, как буква Г, но с черточкой посередине. А произносится чуток по-другому, так что если вы до сих пор не научились читать ее, произносить сейчас у вас все получится. 100-500 слов со мной, произнесенных по-казахски, и у вас все идеально получится. Итак, как же научиться читать букву Г с черточкой посередине? Ну, собственно, ничего сложного. Если вы смотрели мои предыдущие видео, я думаю, вы уже поняли, как это делается. Но если вдруг вы видите меня все-таки в первый раз, давайте я вас научу. И сегодня просто будут все слова на букву Г. Г, Г. Так вот, чтобы ее научиться произносить, дамы и господа, нужно сделать следующее. Нужно просто откашляться или отхаркнуться, пардон, дамы и господа, через букву Г обыкновенную, и у нас получится Г, Г, Г. Либо, я знаю, что в некоторых регионах России очень часто искажают букву Г и говорят, например, вместо город – город, вместо горох – горох, вместо гладкий – гладкий. Так вот, если вы умеете так искажать, то вам даже и учиться ничему не надо. Но здесь есть маленькая загвоздка, ведь в казахском языке все-таки есть и буква Г обыкновенная. И попрошу вас их, собственно, не путать, потому что от этого может поменяться смысл слова, смысл того, что вы хотите передать. Так что давайте будем пробовать, будем немножко кашлять и произносить букву Г. Га-га-га, 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 ге-ге-ге, ге-ге-ге. Думаю, у вас все получается. Го-го-го, го-го-го, гу-гу-гу, гу-гу-гу. Итак, приступаем, собственно, к словам. Небольшой сегодня списочек слов, и мы продолжаем. Первое слово – гажаеп. Га, гажа, гажай, гажаеп. Буква «ы» в данном случае будет читаться очень и очень коротко, но она, в принципе, всегда читается очень коротко, да? Но не забываем, что букву «и» краткую произносить нужно. В этом вся магия. Чтение становится сразу очень и очень понятным, когда мы умеем произносить каждую букву. Га, жа, еп. Ну а еще зачем нам нужно чтение? Правильно, чтобы легко и просто освоить любой язык. А в данном случае мы с вами занимаемся казахским языком. Так что погнали. Га, жай, гажай, гажаеп. Удивительный, чудесный. Следующее слово га-жаб. Дивный, удивительный. Гажаб. Или можно сказать чудо. Да? Га-гажаб. Ударение, как правило, ставится на последний слог. Но иногда бывают исключения. О них я вам рассказываю постепенно. Следующее слово. Гажаб. Гажаб тану. Тану. Гажаб тану. Удивляться. Думаю, вы удивились, что у вас все получилось. Следующее слово. Газиз. Газиз. Есть даже такое имя красивое. Газиз. Чтимый, уважаемый. Так что теперь, когда будете называть ребенка, можете дать ему красивое казахское имя Газиз. Чтимый, уважаемый человек. Следующее слово. Гайбат. Гайбат. Клевета. Гайбат. Гайбат. Повторяем за мной 150 раз, и у вас все обязательно получится. Следующее слово гаяп. Помните, как в первом слове гажаеп, удивительный, чудесный, да? Я говорила, буква «ы» произносится коротко, но и краткую мы произнести обязаны. Без буквы «ы» будет очень тяжело произнести краткую. Гайп. Гайп. Ну, конечно, приспособиться можно, мы вообще люди ко всему приспосабливаемся. Но вот с буквой «ы» произносить ее комфортнее, хотя буква «ы», конечно же, произносится очень кратко. Об этом надо помнить. Гайп, 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 гайп. Небытие или
отсутствие. Едем дальше. Галам. Галам означает мир. Скажите, у вас получается произнести букву Г с черточкой посередине? Надеюсь, у вас все получается. Галам. Следующее слово галам. 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 Буква «ы» читается очень коротко, и поэтому она не может принимать на себя ударение, можно так сказать, да? В общем, ударение ставится на букву «а», на предшествующую ей. Галам означает ученый. Кстати, среди казахских имен есть такое красивое имя Галам. Передаю привет своему соседу по имени Галам. Так что называйте своих детей Галам, и ваши дети станут учеными. Да. Следующее слово. Гана дробь кана. Это частичка, означает только что. Ну, например, только что пришел, да? Гана, кана, гана, кана. Читаем дальше. Ганибет, ганибет. Га, гани, ганибет. И как вы заметили, дальше все гласные и согласные как пишутся, так и читаются, и вообще ни капельки не искажаются. Ганибет. Отрада, радость, услада. Гапу, гапу, гапу. Прощение. Гапу, это у нас просить прощения, да? Гапу, прощение. Гапуету, прощать. Гапуету, прощать. Следующее слово гарп. Гарп. Бесприютный, бедный. Гарп. Читаем через «ы», но потом понимаем, что все-таки буква «ы» читается очень коротко, да? Гарп. И ударение ставится все-таки на букву «а». Гарш. Космос. Гарш. Космос. Следующее слово гарш кемисы. Космический корабль. Гарш кемисы. Гарш кемисы. И, кстати, здесь спрятано словосочетание. Вообще мой вам совет, когда-нибудь я это видео тоже, конечно, сделаю. Самое главное в казахском языке, несмотря на то, что все правила являются главными и все являются нужными и необходимыми, но я поняла одну вещь, когда серьезно занялась изучением казахского языка, что нужно освоить все-таки построение словосочетаний. Сначала из двух слов, из двух, а затем уже из 3 и из 4. Вот в этом заключается вся соль, потому что вы можете знать, где находится существительное, где прилагательное, где глагол, да, но если вы не умеете строить словосочетание, ну, считай, пиши пропало. То есть понятно, что вы сами можете говорить спокойно, как-то изъясняться, и вас поймут, но когда вам люди будут говорить, они даже не замечают, что они строят словосочетания внутри предложения. И вот если вы не знаете, как они строятся, будет немножко некомфортно. Так что, в общем, мы с вами дойдем до этого, я вас научу их строить. Итак, гарш кемисы, космический корабль. Следующее слово гарыш, гарышкер. Гарышкер. Да-да-да, это те самые космонавты, которые летают в космос. Вот такая вот магия. Следующее слово гарыш, гарыштау. Возвышаться, подниматься, заговариваюсь. Гарыштау. Гарыштау. Возвышаться, подниматься. Следующее слово гараб хана. Гараб хана. Гараб хана. И во втором слоге мы с вами видим палочку с точкой. Данная буква мягкая, читается коротко, и это нечто среднее между буквами «ы» и «и». Обязательно, конечно же, сниму видео на эту тему, но в данном случае что хочу сказать. Данное слово составное. Гарб – одна часть, и хана – это другая часть. Хана означает, что это какое-то помещение. В данном случае гарб хана – дом престарелых.
Я просто что хотела сказать, что в казахском языке, в казахских словах, как правило, либо твердые гласные все, либо мягкие. Но в данном случае есть и твердая гласная, и мягкая гласная в слове гарб в первой части этого слова. Да? Это означает, что слово немножко взаимствовано из другого языка. Вот и вся магия. Ну а как прибавлять окончания, это уже тоже отдельная история к таким словам. Я вас когда-нибудь этому научу. Читаем дальше слово гаср. Гаср. Век, столетие. Дальше гасрлык. 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 Тоже означает столетие. В общем, можете и так использовать, да? Гашик. Гашик. Влюбленный. Как прочитать букву К в данном случае, да? Вот ровно только точно так, как мы с вами учились читать букву Г, то есть откашляться или отхаркнуться, точно так же мы с вами учимся читать букву К с хвостиком снизу. Тоже нужно откашляться или отхаркнуться. К. Гашик. Гашик. Ну и следующее слово гашик болу. Влюбиться. Гашик болу. Влюбиться. Вот такой вот составной глагол. Да-да-да, ничего сложного и страшного в этом нет. Когда-нибудь мы до этого доберемся. Гашыктык. Влюбленность. Гашык. Гашыктык. Влюбленность. Далее. Гашыктык жыра. И снова мы с вами видим, что здесь все-таки словосочетание, да? Когда-нибудь доберемся. Гашыктык жыра. Поэма о любви. Гашык, гашыктык. Жыра, жыра. Помним о том, что буква «ы» все-таки читается коротко, да? Гашыктык жыра. Читаем дальше. Гибрат. Гибрат. Образец, пример. Следующее слово, основанное от этого слова, гибрата. Гибрата. И мы видим, что, и мы слышим, что в конце слова буква «ы» читается коротко, и она как бы уходит в небытие. Гибрата. Поучительный, назидательный. Дальше гибрат нама. Гибрат нама. Гибрат нама. Назидание или поучение. Далее гимарат. Здание, сооружение. Гимарат. Здание, сооружение. И теперь читаем частички, которые прибавляются в конце, ну, как правило, в конце предложений. Гой, кой означает же. Ну, ты же сделаешь. Вот когда мы хотим сказать именно это, мы должны прибавить частичку гой или кой к глаголу. Гой, кой, же. Частица. Ничего страшного, ничего сложного. Читаем дальше наши слова на букву Г. Голама. Умный, мудрый, мудрец. И что мы с вами видим в первом слоге? Мы с вами видим букву У с черточкой посередине. Но вот как же она произносится и как же она образуется? На самом деле все просто. Нужно просто прочитать через букву О, но букву О произнести очень и очень коротко. О, 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 ого, 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 голама, голама. Умный, мудрый, мудрец. Горпанша. 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 Буква «ы» читается коротко, по привычке, по обыкновению, да? Горб. Горб. Обычай, традиция, нрав. Буква «ы», напомню еще раз, читается коротко. Гылым. Гылым – наука. Гылми – научный. Гылми – научный. Итак, дамы и господа, на этом я хочу закончить наше видео, потому что все слова, которые были приготовлены мною на сегодня, уже озвучены. Я надеюсь, если вы посмотрите 100-500 раз это видео, у вас все обязательно получится. Но у кого-то получится и с первого раза. Вот такие вот чудеса. Так что рискнем и попробуем прочитать.
Ну а с вами была я, Юлия from Казахстан. Увидимся в следующий раз.